23 февраля, ребят, сегодня. Сейчас время только начало расцветать. Солнце еще не встало. Что возможно, я проехал на Буране. У нас сегодня очередной поход будет. И поход будет до второй избы. До верхней избы с ночевкой. На свой страх и риск я Буран оставляю вот здесь, на лугу, вот тут. Там избушка, в принципе. Почему я оставляю? Потому что на реку не хочется лезть на Буране, потому что на льду вода, и могу застрять там, и полдня можно потерять в одиночку. Я лучше здесь оставлю, прикрою тендом, и будь что будет. Надеюсь, ничего с ним не случится. Наши местные, конечно, никогда не тронут чужую технику. Ну, главное, чтобы чужаки здесь не проходили. Но что будет, то будет, как и говорил. Буду идти на лыжах. Сегодня на улице где-то 29 градусов, 29-30. И холодно. Ну, сейчас я пока тут разворот сделал на Буране, немножко вспотел. Но спешить не буду идти тихонько так. Особо так снимать тоже ничего не буду, потому что на улице мороз и камеры не выдерживают. Шкала аккумулятора моментально летит, быстро садится батарейка. И сегодня, как и в начале фильма говорил, что 23 февраля, но этот фильм, конечно, выйдет намного позже. И, пользуясь случаем, конечно же, хочу всех поздравить, мужиков, мужчин, пацанов, всех с праздником 23 февраля, с мужским праздником, и пожелать им здоровья, счастья, удачи, всего наилучшего вообще. Много поздравлений до моей поездки. Вчера я почитал там в Одноклассниках, также в Ютубе, там под видео, под последним видео тоже много поздравлений шло в мой адрес. Спасибо всем. И вас также всех поздравляю. А сейчас, чтобы не терять время, я сейчас переодеваюсь. Я этот бушлат раздену, как и прошлый поход. Все переодену и будем уже двигать в сторону избы. И на Буран как-то неохота, потому что чуть газанешь, и Буран сразу моментально садится. Снег, ну, надо посмотреть, как хоть на лыжах держит, нет. На камере искажение идет, я не знаю, начинает замерзать. В общем, сходим на избу. С ночевкой будет походу. Ребята, сегодня такой мороз. Все мерзнет. Одежда, обувь, все замерзает. Все, короче, я вроде готов. Сейчас главное в тайгу зайти по-быстрому, там на пару градусов немножко теплее. Будем идти. Тоже будет тепло. Все, короче, приехали. Ну, примерно вот так как-то оставил, сани поставил так, чтобы не улетела тенд. И там верхняя одежда в багажнике еще. Короче, пусть стоит. А мы в путь. Дальний путь до второй избы. Подхожу к своей. С прошлого похода у меня, когда на верхнюю избушку я ходил, палкой-выручалками я тут оставлял. Вот я это с собой тоже возьму. Фух. Ну он, лыжня такая у меня. Здесь держит хорошо. Но такие участки
попадается, что выше колена проваливаешься, прям до земли. И первые сотни метров очень тяжело. Ну, тяжело. Очень тяжело получается идти. И ну сейчас разминка такая у меня. Как всегда я спешу первоначально. Надо успокоиться. И потихоньку так спокойно надо идти. Потому что когда спешишь, потеешь и быстро устаешь, в то же время постоянно хочется пить. Вот опять уже начинается. Так, какая-то птица. Без очков пока я очки в футляре. Обычный дятел. Лунок ничего пока я не видел. Но это последний такой участок. Там уже тайга начинается. Луг закончится. Хорошо, что я на буране не полез на речку, потому что там вода. Я бы на лыжах проскочил. А на буране мог бы, да и с легкостью застрянешь там. Следы. Мои следы и вот первые следы. Тропинка даже у зайчишек. Ну, один зайчик, только такой мороз, вот трескучий мороз сегодня. Еще трещит лес. И один зайчишка тут бегает туда-сюда. Кормится, видимо, там. И туда он опять пробежал. А мы путь держим строго на северо-восход. Северо-восход. И еще пару километров, наверное, пройду. И первое чай пить будет, потому что все уже пересохло во рту. Весь сырой. Чуть остановился, сразу уже прохладно становится. Аккумулятор разряжается моментально. Стою, отдыхаю, ребят. Выглядывает солнце наконец-то. Выглянуло. Стало сразу веселее. Птицы чуть-чуть начали петь. Синицы и клесты. Сейчас я буду идти по вырубкам. С тайги пока вылез. Ой, дятли такие, которые в фильмах много раз можно слышать, там в художественных фильмах, как трескают такие. Черные дятлы вроде как. Что вот. О, надеюсь, слышно было. Это признак весны. Где-то он там сидит. Сейчас еще подождем. Вот. Сейчас. Слышали? Вот это уже весной так они, дятлы. Как бы, наверное, тоже знак такой, что такуют или я не знаю. Но обычно весной. Но в любой фильмах, в художественных фильмах или сериалах, если кто-то пошел в тайгу, обязательно этот звук природы там можно услышать. А это обычно весной так делают они, этот звук. И сейчас еще. Слышали? Там солнце. Коротенький звук. Значит, весна будет короткая. Значит, может, морозы будут стоять до конца и резко все может оттаять, растаять. Вон как стена леса в солнечных лучах. Ну сейчас я рукавицы одену. Сейчас я буду идти, где-то надо чай попить. Ой, бляха. Где-то надо чай попить и
Сейчас с каждой минутой чуть-чуть будет теплее. Будет теплее. И на завтра уже РТ-5 показывает, как-то вроде все тепло станет. Будем надеяться. Мы с ночевкой, надо еще до закрытия охоты осталось несколько дней. 5 дней осталось. И использовать пару дней. Охотой еще хочется позаниматься. Вряд ли кого увидим из Боровой дичи, но побродим, чтобы... Во как вышло солнце. Ну где-то с того места, где последний раз останавливался, наверное, 1,5 километра я еще прошел. Очередная такая площадка тут. И тут граница, смотрите. Ночь и день. Солнце выходит вот сюда, солнце не попадает, темно. А тут очень светло, ярко. И здесь я где-нибудь... О, блин. Смотрите, все тонично. Бывает такими местами. И я тут где-то попью чаек. Ох, как ярко светит солнце, ребят. Даже не представляете, как хорошо сейчас мне. Иду, наслаждаюсь. Но особо так. Ну, с прошлого похода, когда я уже ходил последний раз, складывал видео, там где-то чуть меньше, конечно, проваливался, чем сейчас. Сейчас не 2 дня где-то штормило у нас, сильный ветер и снегопад был. Все, аккумулятор сдохнул. И снег прибавилось вот. Короче, поэтому тяжелее идти. Но все равно мы еще в графике укладываемся по времени. Сейчас я чаек попью и дальше газку. Вот он я, ребят. Потихоньку иней начал выпадать с лица, с одежды. Хоть немножко на солнце уже греет. Солнце греет, уже чувствуется. Ой, даже чуть-чуть. Вон дятлы и черный ворон. Вот тут еще кричит там этот большой черный ворон. Хоть как говорил, но весеннее солнце это не осеннее. Осенью солнце уже не греет, а весной каждым днем, каждой минутой все теплее и теплее. С утра было 29, а сейчас уже, думаю, уже градусов 25. Именно вот здесь на солнце. И вон перчатки даже я не в перчатках. Сейчас я пью чай. Вон, ну, классическая, стандартная, обычные продукты у меня с собой. Сейчас я чай буду пить с колбасой. Примерзло все. И хлеб. Также чай у меня тут. Все. Там у меня сало. Ну, рюкзак сегодня у меня килограмм 15. Я не знаю, что тут я нагрузил, но вес очень большой. Но консервы там, хлеб, продукты. Я, ну, в принципе, я там покажу. Еще какие-то хлам такой, повербанк. Все это у меня в рюкзаке. Вес примерно 15 килограмм у меня. Вот такой марш-бросок с таким рюкзаком будет. Все, пьем чай и идем дальше. Очередной привал, ребят, у меня. Сел отдохнуть, уже выпил 1 кружку чая. Да хочется пить. Ну, пока шли мы, я больше ничего не заснял с прошлого чаепития. Видел 2 следа у белки и 1 еще незнакомый след для меня. Нету волк, нету, я не знаю. Но очень крупные следы, намного крупнее лисы. Пробежал, но уже снегом тоже покрылось. Ну, не стал даже ничего так снимать. Пускай бегает.
Сейчас еще, наверное, выпью вторую кружку. Выпью вторую кружку и пойдем. Это последняя вырубка на моем пути. Здесь я еще пересеку эту вырубку, и там уже начнется снова тайга, и по тайге уже остается нам идти до избы. Следующее чаепитие уже будет на избе. Попьем чаек. Самое главное сегодня нам дойти до избы, обогреть избушку, а завтра уже с новыми силами дальше ходить целыми днями, там несколько дней, как получится. Вот так. А я сейчас продолжаю пить чай. 5 минут еще посижу, отдохну и дальше в путь. Солнце греет, чуть-чуть на пару градусов потеплело на улице. Ну и немножко уже чуток чувствуется, что поднимается ветерок такой. Может быть, еще будет ветрено сегодня. Не знаю. Короче, все четко, все по плану. Идем до избы. Кресты. Самочка. Один. Ну там еще несколько штук летает. Остановился показать первые следы куницы. За целый день. Ну, сколько я уже иду. Первый след. Свежие даже. Наверное, буквально вчера. Вчера, может, вечером бегал. Ищет бедолага вкусняшки. Да. Вот. Крупные следы. Не из мелких. Опять на сосняк вышел. По сосняку иду. Там елка была. Такой смешанный лес. Такие участки. Сосна, елка, ель. О, как солнце греет сейчас. Лицо прям тепло. От солнца идет. Ребят, меня рябчик встречает. Буквально здесь где-то. Возле избушки. Я уже рядом с избушкой. Свистанул рябчик. Хозяин тайги. Дежурный. Вот она, родимая. Наш край. Давненько я тут не был. Все вроде пока стоит. Изба на месте. Навес на месте. Баня на месте. Также амбар стоит. Но снега в этом году. Мама, не горюй. У нас на селе не так много, сколько тут. Где-то на полях больше метра. Местами вообще глубоко. Вон сейчас вот я воткнул палку. Я сейчас вытащу. Вот смотрите. Где-то метр 10 метр. Метр 10 только здесь. Местами еще глубже. Фу, смотрите. На крыше сколько. Но крыша у меня тут выдержит любой вес снега. Здесь у меня плахи толщиной, самодельные плахи 5 сантиметров, 5 по 10 сантиметров, получается 10 сантиметров толщина. Стеклоинием покрылась. Ну, я плотно закрыл на зиму, все тут закрыто.
Так, амбар. Ну, а на амбаре, в принципе, можно с ней хоть половину тут убрать. И обязательно убрать с навеса. С навеса обязательно убрать. И с крыши. Вот так вот. Смотрите, как красиво сейчас зимой. Сейчас заснежено. А светло. Сегодня солнечный день еще. Хорошо, что я удлинил трубу. У меня короткая труба была первоначально. И все время приходилось подниматься на крышу, чтобы искать трубу. А сейчас все четко. Стекло инеем тоже покрылось, потому что жесткие морозы. Да и сегодня с утра очень холодно было. Вот так. Ну все, будем сейчас затопим печку. Будем обживаться, в общем. Заготовим дрова. Сходить надо за водой, не знаю, где вот спуститься. Все, этим буду я заниматься. Çalın zarar кырка. Ледь уж не шатчины. Мушка не попала сюда. Ай. О, все инеем покрылась. Запах избы. Çalın zarar кырка. Сколько. Воды сколько будет со стекла стекать. Короче, не буду я мешкать. Быстренько затоплю печку, потому что я весь сырой. Вот такие делишки. Мы на месте, в общем, ребята. Сукно, ребята. Есть канал, который рекламирует куртку из сукна. Я его полностью поддерживаю. Сукно, конечно, самое хорошее, что для похода в тайгу, для промысловиков, для охотников. У меня обычно лесная спецовка, ну, спецовка и как сказать, кто в лесу работает, им выдают такое. Здесь еще красная накладка
Но это я убрал. Охотничью такую куртку сделал. Патронтаж, надеюсь, видно, на гладкоствольный. Сейчас я вот поменял белье, как бы я весь сырой. Хоть немножко согреться. Вот буржуйка здесь не помешает, блин. Надо буржуйку как-то... Все еще не сделал, все в задумках. В следующий раз, может, на Буране, если приеду, обязательно надо привезти. Пока этот кирпич нагреется... Ладно, 100 раз уже тоже говорил. Сейчас я за водой схожу. И будем обживаться. Интересно, мышка почему? Самая уловистая мышеловка тоже. Вон, туда он наступает и все, кранты ему. С прошлого похода у меня банки пустые. Никто не приходил. Смотрите, здесь я обычно колю дрова, а по пояс сейчас снег тут. Вот это глубина, конечно. Очень глубокий снег. Очень много. Больше, наверное, с прошлого года даже уровень. Ужасный снегопад здесь видно, здесь был.